православных христиан начался Великий пост. Самый долгий, он длится 47 дней, и самый строгий. Первые 6 недель называются Четыредесятницей в память о Христе, голодавшем в пустыне, а последние – Седмицей или Страстной неделей. Она же посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа. Как правильно поститься, что можно и нужно делать, а что нельзя, в программе «Детали актуальные» рассказал архиепископ Сыктывкарский и Комизырянский Петерим. Елена Кононова обо всем по порядку. Для православных христиан начался самый длительный и строгий пост. В течение 7 недель под запретом мясо, рыба, молоко и яйца. Масло постное разрешено только в выходные. Некоторые верующие, особо ревностные христиане, держатся вовсе только на хлебе и воде. Практически не вкушают пищу, потребляется просвора и святая вода до пятницы. В пятницу происходит торжественный молебен великомучению Федору Тирону и освящается колево. Это смешанная пшеница с сухофруктами. И с этого момента уже начинается расширение диеты, которая, конечно, будет ограничена в течение Великого Поста мясо, молоко, рыбу. Пост противопоказан беременным, больным людям и детям до 7 лет. Служители церкви советуют, и если есть проблемы со здоровьем, обязательно посоветоваться с врачами. К сожалению, в связи с тем, что мясо исключается во время поста, то в еде не хватает витамина В12 и железа. Поэтому, если человек решил соблюдать все нормы поста, то желательно добавить витамины. Либо поливитамины, либо отдельно железо и В12. Но не надо забывать, что пост не диета. Это в первую очередь время молитв и покаяния. И ограничивать себя надо не только в пище, а в зрелищах увеселительных, отмечает архиепископ Сыктывкарский и Комизырянский Петерим. Важно отказаться от вредных привычек, настроиться на духовный лад и делать добрые дела. Хорошо, если есть возможность у кого посетить в больнице находящихся, в темнице сидящих или передать свои подарки. И вообще пост посвятить такому социальному служению, где уже кто знает, где ему нужнее и где эта возможность позволяет. За время поста милостыню совершить. Не все выдерживают строгих рамок больше месяца, становятся раздражительными, злыми. Чтобы не поддаваться негативным эмоциям, можно и постное меню разнообразить, сделать вкусным и полезным. Благо в интернете есть масса всевозможных рецептов. Пост без радости – это не пост, напоминает владыка. В первую очередь это самодисциплина, это приведение своих чувств в порядок, мыслей, души. Это очищение души. Главное, чтобы не материться, чтобы не делать людям зло. Это надо духовное очищение, а не телесное. Ну, наверное, поститься, если по православию, это не обязательно отказываться от еды. По возможности для здоровья. Наверное, внутренне соблюдать какие-то правила, рамки, не злиться. Великий пост – это прежде всего возможность для человека проверить себя, насколько чисты его помыслы и готов ли он хотя бы на время отказаться от пищи животного происхождения. Все для того, чтобы спустя через 7 недель встретить светлый праздник Пасхи духовно очищенным. Елена Кононова, Евгения Чуракова, телеканал Юрган.